Слушай, я еще хотел спросить, забыл. На ты мы разговариваем. У меня просто все вопросы написаны на вы. На вы? Да, но я буду сбиваться на это, я думаю, пустяки. Ну ладно. На ты будет круче, мне кажется. На ты? Ну да. Хорошо. Ладно. Ладно. Сам на ходу. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях просто блистательная телеведущая, журналист. Я даже, когда готовился, прочитал такой эпитет «бурятская теледива» Лариса Венцеева. Здравствуйте, Сэн. Лариса, а вы считаете подходящим этот эпитет «бурятская теледива»? Он соответствует вашему внутреннему самоощущению? Ну, поначалу немножко коробило, но со временем я привыкла. Теледива, да теледива. И вот еще хотел спросить, как тебе, кстати, наш ковер? Да, я сразу хотела сказать, очень уютный, прямо, знаете, как будто у бабушки в деревне оказалась в детстве. Хорош. Отлично. Лариса, есть ли, на твой взгляд, кто-то из женщин, ведущих новостей на бурятских каналах, кроме Аригуса, естественно, который был бы так же хорош, как и ты? Ну, или почти так же хорош? Ну, так же, не так же, но есть хорошие. Это кто, например? Я не знаю. Значит, нету. Ну, как нет, вот должны быть. Перейдем к следующему тогда вопросу. Подожди. Дай подумать. На БГТРК. Сейчас поперечисляю. Очень хорошие ведущие на бурятском языке на БГТРК. Мне очень импонирует. Кто именно? Гунсема Тудупова. Отлично. Да. А тебе самой не надоело еще заниматься новостями? Нет ли планов покончить с этим? Покончить нет. Не надоело нет. Новости — это все-таки мое. Угу. Мне кажется, подавать новости — это очень такая большая ответственность. И это не так просто, как кажется со стороны. Ну, то есть ты лет через 10 себя в роли ведущей видишь спокойно? В роли ведущей лет через 10 не знаю. Нужно уступать место молодым, конечно. А вообще, почему нет? А вообще, эта профессия тебе нравится, журналиста? Конечно. Иначе бы я не была на телевидении столько лет. А вот здесь в Бурятии, на твой взгляд, кто самый хороший журналист? Телевизионный? И телевизионный, и не телевизионный. Фамилии называть, может быть, не надо. Я же. считаю, что у нас журналистика в республике все-таки на высоком уровне, и свобода слова присутствует, и акулы пера у нас есть, которых боятся, и к которым обращаются, помощь которых нужна. И у людей получается делать интересными средства массовой информации. Посмотрите, как много у нас газет, журналов, каналов. Верно. Но, по твоим наблюдениям, много ли у нас продажных журналистов, которые готовы поливать грязью кого угодно, если им заплатят неплохую сумму? Ну, есть, что греха таить, есть. Недавно столкнулся мой очень хороший друг с заказным материалом, где его очень беспардонно облили грязью, оказывается. Вот. А тебе самой никогда не приходилось поливать кого-нибудь грязью или, наоборот, петь дифирамбы в чей-то адрес? Петь дифирамбы. Я всегда старалась делать материалы объективные. Если, допустим, та или иная ситуация или тот или иной человек, на мой взгляд, достоин, чтобы его похвалили, и я с радостью это делаю. Ну, критические материалы, конечно, тоже приходилось делать, но речи не идет о заказных каких-то материалах, где за деньги нужно кого-то поливать грязью. Даже во время выборов у меня такого не было. То есть ты даже во время выборов никого не поливала за деньги грязью? Нет. И никого не хвалила? А врать доводилось откровенно с телеэкрана хоть раз? Нет. Лариса, я смотрел недавно твой Инстаграм, и я увидел там много личных фоток, и даже фотографию, где ты совсем без одежды лежишь в ванной. А не страшно ли тебе перед твоими почти 3000 подписчиков выставлять такие фотокарточки? Ванна же там же непрозрачная вода. Ну, там же что ничего правда, не то видно. правда. Там ничего не видно. Не поспорю. Поэтому можно, наверное, такие передать. Но ведь там много твоих близких людей. Нет ли какого-то такого чувства, что ведь среди этих 3000 подписчиков, возможно, очень много, ну не очень много, но есть некоторое количество злопыхателей, завистников или просто недоброжелателей? Ну, мне кажется, что я за время работы на телевидении уже нарастила кожу, и у меня выработался иммунитет. А твои родные? Родные? Они тоже привыкли. То есть ты себя сама чувствуешь привлекательной и красивой женщиной? Или же у тебя есть какие-то сомнения по поводу своей внешности? Никаких сомнений. А популярную противоположного пола можешь себя назвать? Наверное, могу. Но многих мужчин, кроме твоего мужа, прельщала твоя красота? Ну,
не знаю, что прельщало, но прельщало. Прельщало? Да. А тебе Потому что говорить красота, это, конечно, наверное, громко. Так, ну а что же тогда? Ну, просто есть набор каких-то внешних данных и, может быть, каких-то Поподробнее, человеческих Лариса. качеств, Что же это которые за привлекают представителей противоположного пола. Мне трудно судить, нужно спросить, наверное, у мужчин. Отлично. А тебе самой в мужчинах что нравится? Вот, например, мог бы такой парень, как я, если бы мы с тобой встретились в другом времени и месте, рассчитывать на что-то? Я думаю, да. Во-первых, мужчина должен быть интересным. Но ты достаточно интересен, поэтому почему нет? Остается надеяться. Я вот когда готовился к записи, я даже ничего отрицательного про тебя не мог припомнить. А тебе свойственны какие-нибудь хоть малейшие нелицеприятные особенности? Ну, конечно, свойственны, как любому человеку. Например, я могу быть нетерпимой. Если, допустим, мне не понравилась какая-то ситуация, я могу об этом не то что заявить, а всем видом своим показать, что мне не нравится, например. У меня все сразу на лице. Но ты ругаешься матом? Ой. Часто ли ты материшься? Нет, конечно. Нет. Я не ругаюсь матом, но иногда, конечно, бывают ситуации, когда трудно подобрать другие слова. Отлично. А знаком ли тебе вкус табака или крепкого алкоголя? Знаком, конечно. Я думаю, все через это проходили. Студенчество, все в это время пробуют. Лариса, ты состоишь в Республиканской общественной палате. А за время пребывания в ней много ли полезного удалось сделать для людей? Или же это больше для, как бы это сказать, для виду этот орган? На самом деле цели создания палаты, конечно, очень благие. Другое дело, что, может быть, я не совсем так представляла себе работу в общественной палате. Но нужно же отметить, что это первый созыв, и было очень много работы проведено такой организационного плана. Пока собиралась общественная палата, да, прошло несколько месяцев, пока мы разделились на комиссии, кто чем будет заниматься. Тоже прошло несколько месяцев? Ну, тоже прошло время. Да, но ваша деятельность, она состоит в чем-то? Вы как-то проводите время друг с другом, общаетесь? Да, мы постоянно проводим заседания, где собираемся, обсуждаем те или иные проблемы и что мы в этой ситуации можем сделать. Ну, может быть, они не такие громкие. Удалось что-то уже сделать для общества республики? Или это дело будущего? Я думаю, что вот проблемы самовольщиков, например, очень активно обсуждались. И то, что сейчас пересматриваются многие решения, в этом тоже есть и участие общественной палаты. Понятно. То есть какой-то толк все-таки, получается, есть? Есть. Я думаю, что во втором созыве будет еще больше. Ты в 2013 году баллотировалась в Народный Хурал. А зачем тебе понадобилось это депутатское кресло? Ведь у тебя, казалось, и так все неплохо идет. А вы думаете, что депутатское кресло нужно для того, чтобы все шло еще лучше? Не знаю. Нет, на тот момент просто я почувствовала острое желание реализоваться в каком-то другом амплуа и, ну, как бы это банально ни звучало, помогать людям. Мне казалось, что тогда я была преисполнена сил и желания вот это делать. Ну, собственно говоря, у меня и сейчас, конечно, все это осталось, но, может быть, ну, я поняла, что для этого не обязательно сидеть в депутатском кресле. То есть можно было туда и не баллотироваться, в конце концов? Можно было не баллотироваться, но это хороший опыт, и кто его знает, может быть, он повторится еще раз. Ты в следующий Хурал тоже пойдешь? Все-таки возможностей сделать, да, что-то серьезное, значимое. Там больше возможностей, чтобы делать что-то серьезное. Да, находясь в Хурале, конечно, больше. А ты думаешь, вот действующий Народный Хурал, он что-то потерял из-за того, что ты туда не попала? Или же фактически ничего и не потерял? Ну, мне трудно судить. Может быть, я была бы и полезна парламенту Бурятии, но, видимо, не сейчас. Лариса, ты же ведь еще активист движения «Наследие Оолун». А это Оолун, это какая Оолун, которая мать Чингисхана имеется в виду? Да. А почему именно она? Почему эта фигура? Собрались девушки, женщины, так, желающие, значит, вот традиции, которые были во времена Айлун, при матери Чингисхана, как бы возродить в наше время. Почти 800 лет назад. Да, возродить в наше время. Ну, это уважение к женщинам, это
Что-то я... Подождите, я... Ничего, ничего. Просто я хотел бы сразу еще один вопрос Я задать. слышу с политикой вот эти вопросы вообще. Ну и почему же? Почему? Это имеется в виду, что там же ведь много было традиций. Вы какие-то отдельные традиции хотели вернуть или же все традиции? И если не все, то какие именно? Нет, речь шла об отдельных традициях, о тех устоях, которые присущи Скажи, пожалуйста, Лариса. турецкому народу. Ну, монгольскому тогда, получается, Монгольскому народу уже. народу. Мгм. И? Какие традиции вы хотите Ну да, да, знать? да. Сейчас, подожди, это тоже было давно. Блин. Но ты уже, что ли, не состоишь в этой организации? Ну, Или вы давно организовывали, как имеется в виду? сказать? Сейчас, подожди, я это немножко... Так вот, Лариса, мы говорили, получается, о чем мы говорили-то? Об Оолун. И вы говорили про ценности, про традиции, которые неплохо бы возобновить. Да, неплохо бы возобновить, знаете что? Женственность как таковую, ответственность женщины перед обществом, да, вот за подрастающее поколение. Так. Мы немножко об этом вот стали забывать. Женщины все больше стали брать на себя мужских обязанностей. Куда-то, вот, понимаете, зарабатывать деньги, да, забывая о том, что ее миссия это в другом. Говорят же, вот мужчине путь, а женщине очаг. А это ведь очень важно. Здоровье общества вот зависит прежде всего, начинается со здоровья семьи, Ну, вы, где главную роль играет женщина. против равенства мужчин и женщин. Почему? Здесь равенство, только не должно быть перегибов. Перегибов, понимаете? Вот, женщина может заниматься, если она успевает, допустим, да, женщины разные бывают. Бывают женщины гармоничные в деловом амплуа. Верно. Но все-таки главное – это ее работа в семье, вот в ее маленьком коллективе. Отлично. И еще один вопрос, который касается наследия Оолун. Но это последнее про наследие. Вы предлагали некий кодекс чести бурят. Вы знакомы с ним? Помните, о чем он примерно состоит? Конечно, там порядка 40 пунктов вообще предлагают. А кто их разработал? Разрабатывали разные люди, были разные предложения. Ну, в основном вот эти вот пункты, они повторялись у всех. Ну, как то, например... Это типа не пить, не курить? Ну да. Не пить до 40 лет мужчинам. А женщинам? О женщинах вообще речь не идет. Понятно. Женщина, видимо, априори не должна злоупотреблять. Ясно. Вот. Но от мужчин, оказывается, во многом зависит здоровье будущих детей. А вы сами этому кодексу следуете или по возможности стараетесь следовать? У нас времена такие, что полностью следовать... Я стараюсь следовать, но все-таки люблю своих друзей, своей компании. И, как правило, ну что скрывать, да? На столе бывает спиртное, но крепко это для мужчин, а что полегче, пожалуйста, женщинам в определенном небольшом количестве, я думаю, можно. Отлично. Лариса, ты родом с Бохана. Да. А тебе где больше нравится, в Усть-Орде или в Бурятии? Вы знаете, разные ощущения от пребывания в Бохане и в Бурятии. Что за ощущения? Бохан – это такой мир, это твое детство, это ностальгия, это твои одноклассники, которые радуются, когда ты приезжаешь. Я вот когда приезжаю в Бохан, у меня одноклассники, например, сразу начинают звонить, и какая бы погода ни была, приезжают ко мне, даже могут приехать в резиновых сапогах, на грузовиках, там, на тракторах, приехать сигналить и кричать: «Лариса, выходи». А вообще много ли отличий между усть-ордынцами и бурятскими бурятами? Между бурятами из Усть-Орды и бурятами из Бурятии? Ну, вы знаете, я вижу только одно различие. К сожалению, западные буряты, к которым я отношусь, мы все-таки, увы и ах, хуже владеем родным языком. Ну почему? Но мы стараемся. В Осе же ведь все прекрасно говорят. Вот почему-то так исторически сложилось. В Осе... И в Аларе неплохо. Ну, там, видите, БНДевский район. там очень много чисто бурятских национальных сел, бурятских сел. А в Бохане как-то так сложилось, все перемешано. Вообще, мне кажется, сейчас уже там преобладающая нация – это метисы. В Бохане именно, в Боханском районе. Если вы снялись в остросюжетном художественном фильме «Реванш из преисподней», а не могли бы вы рассказать об этом фильме? Я просто не смотрел. Что это за фильм, Лариса?
Вы уже все сказали. Ты уже все сказала. Остросюжетный фильм. Ну, это такая история, где парень берет реванш. Из преисподней? Да, он возвращается оттуда, откуда не ждали, и наносит свой роковой удар. А что тебя побудило сняться в этой картине? У меня там маленькая, очень незначительная роль, эпизодическая. Я там просто, в общем, мелькаю в кадре один раз и все. А вот работа в этом фильме чем-то принципиально отличалась от работы, когда ты снималась в «Решале» и играла телеведущую Ларису? Конечно. Там я играла телеведущую Ларису, а здесь я была мамочка маленького мальчика. Разные роли, принципиально разные. Отлично. Лариса, на твоей контактовской страничке, я ее недавно просматривал, буквально пару недель назад ты разместила 2 поста, где лестно отзывалась о некой суперпицце, а также сообщала о скидках на установку пластиковых окон Века. Тебе нравится эта модель окон или тут дело в чем-то другом? Просто я хорошо знаю людей, которые занимаются и пиццей, и окнами, и со всей ответственностью заявляю, что качество и того, и другого будет соответствовать всем стандартам. Прекрасно. И напоследок буквально еще 3 вопроса. Кто тебе больше нравится, Булат Садиникеев или Алексей Фишев? Они разные, они оба хороши. Какой магазин лучше, Сакура или Ольга? Они тоже разные, но тоже оба хороши. Что лучше, Тивиком или Оригус? Оригус. А простите, коллеги. Если у Тивикома хоть небольшой шанс победить Оригус в будущем? Я думаю, шанс есть всегда у всех. А можно ли сказать, что твоя жизнь удалась, и ты живешь так, как всегда хотела жить? Да. Отлично. Ну что ж, Лариса, спасибо большое за участие в нашем проекте. Пожалуйста. Мне было крайне лестно находиться сегодня. Я вот вначале сказал, что ты блистательная, в тени твоего блеска. Да уж правда, что ли? Да. Спасибо, это очень приятный комплимент. БРТ. БРТ. Ну все, крутяк, сняли. Друзья, мы подготовили прекрасный творческий номер. Лариса предложила спеть песню «Турушин Дуран». Лариса, а почему именно эту песню? Она мне очень нравится. А ты о ком думаешь, когда поешь эту песню? Я просто пою. Отлично. Ну что ж, давай начнем. Уенсакшие, унгеролдан, угансешежан, захалалда, бишамтая, зонга хоере, турушин дуран, бишамтая, зонга хоере, турушин дуран. Залу себерше я багдалда, зохит ханшамда, дурлагдалда, залу наганше унгаралда, турушин дуран, залу наганше. Супер, Лариса. Супер! Спасибо.